Всем еще раз доброе утро, хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова. И это «Утро Якутии». Начинаем утро вместе, бодро, с настроением. Сегодня у нас много гостей, принимаем с удовольствием. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где можно увидеть программу, которая будет на телеканале, последние новости о погоде и еще много всего интересного. Подписывайтесь. Ну а прямо сейчас спешу поделиться последними новостями из московского зоопарка. Наша любимица панда Катюша выходила, песню заводила. В преддверии дня рождения панда Катюша получила от зоологов почти традиционный русский подарок – бамбуковую балалайку. Давайте посмотрим, как медведица с интересом изучает новый попавший в ее лапы предмет. Однако вместо того, чтобы начать музицировать, панда решает попробовать балалайку на вкус. В московском зоопарке на этой неделе проходит празднование дня рождения Катюши. В это воскресенье ей исполняется 2 года. Напомним, первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа 2023 года в московском зоопарке у Жуи и Динь-Динь. По итогам голосования на городском портале малышку назвали Катюшей. Московский зоопарк родителей новорожденной панды Жуи и Динь-Динь привезли в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных в 2019 году. В дикой природе панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием. Поднебесные и другими государствами большие панды передаются по договору аренды. По достижении 4-летнего возраста Катюша отправится на историческую родину. Будет так жалко с ней прощаться. Мы так с удовольствием следим, как она росла. Но будем, конечно, ждать новостей из Китая о том, как будет Катюша жить именно там. Обязательно будем следить, чтобы ее там не обижали. Ну, а прямо сейчас давайте перейдем к прогнозу погоды. Что же нам приготовил наш гидрометеоцентром. Итак, в центральных районах плюс 13, плюс 25, в заречной группе 14-25 выше 0, в южных 11-20 выше 0, в Вилюйской группе 13-26 со знаком плюс, в Нижнеленских плюс 15, плюс 24 градуса, в западных плюс 11, плюс 25, в Колымо-Индигирской группе улусов плюс 6, плюс 20, в Янских 10-22 выше 0, на северо-западе плюс 10, плюс 24 градуса. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра была плюс 10 градусов, атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем солнечно, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура плюс 25, плюс 22 градуса. Ну прям солнечно, хорошо, ярко. Настоящая летняя погода, чтобы еще прогуляться. Поэтому успевайте насладиться солнечным городом. Ну а мы, в свою очередь, спешим, чтобы вы были в курсе всех последних новостей. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Разговоры о важном в детсадах начнутся уже 1 сентября. Пробные занятия ведут для воспитанников детских садов в 22 регионах, включая Москву, сообщают ведомости. Эксперимент продлится до конца года, после чего Минпросвещение решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детсадах страны. Заявлено, что занятия будут посвящены важности семьи и дружбы, развитию нравственных качеств, а также истории и культуре России. Ремонт площади Орджоникидзе стартовал в Якутске. Как отмечают в администрации города, больших изменений в облике пространства при этом ожидать не стоит. Специалисты заменят асфальт на брусчатку, а также проведут ряд работ по покраске некоторых элементов площади. Кроме того, в этом году на баланс управы Центрального округа передали и памятник Платону Аюнскому. Это позволит подрядчику провести частичный ремонт монумента, который включает его очистку, покрытие специальными растворами и замену плит. А для того, чтобы избежать дальнейшее разрушение, округ принял решение оградить памятник якорной цепью. Завершение работ запланировано на сентябрь. В текущем году у нас проходит не капитальный ремонт, это плановый ремонт площади. В настоящий момент в рамках ремонта произведена покраска ограждения площади, скамейки, урны покрашены. Будет отремонтирована зеленая часть, там, где должны были быть в этом году цветы. И будет проводиться работа в центральной части площади на 6 квадратах по укладке брусчатки.
Якутск готовит к зиме. В городе появится 10 новых теплых остановок. Павильоны появятся в местах с высокой проходимостью: у областной больницы, возле крестьянского рынка, в районе Монетах и около речевой школы. Работа по установке находится на финальной стадии. Строительная готовность составляет порядка 95%. В дальнейшем также будут возведены теплые остановки, в том числе в микрорайоне Звездный. Сегодня количество теплых остановок в столице региона достигает порядка 70, а с новыми павильонами показатель достигнет 100. Опираясь на практику предыдущих лет по фактам, тем правонарушениям, вандализму, повреждениям теплых остановок, мы в тех заданиях прописали, обустройство специализированных камер видеонаблюдения, которые будут иметь возможность и в дальнейшем будут подключаться в онлайн-режиме сразу в правоохранительные органы, в дежурную часть, для того, чтобы правоохранительные органы быстрее реагировали на те правонарушения, которые там происходят. На дорогах города Нерюнгри с 15 августа стартовал второй этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети». Вся работа сотрудников госавтоинспекции направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья детей. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что количество происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в период летних каникул. Водителям следует быть предельно внимательными, а родителям – личным примером показывать правила поведения на проезжей части. В рамках проведения второго этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети» в сентябре месяце в начале учебного года будут выставлены дополнительные посты патрулирования в местах расположения общеобразовательных учреждений, дошкольного и дополнительного образования. Также усилена работа по выявлению нарушений в сфере перевозки детей, неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Власти сообщили о рекордном числе счастливых россиян. Доля граждан, довольных жизнью, за последние 32 года выросла до 57%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, заявил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Чиновник сослался на данные независимого социологического центра и отметил, что только 11% россиян недовольны своей жизнью. Год назад в фонде «Общественное мнение» сообщали, что индекс благополучия россиян превысил 6,5 пунктов из 10. Этот показатель показывает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Вот только представьте, пирамиды в Гизе, собор Парижской Богоматери, Сиднейский оперный театр, великие цивилизации оставляют после себя не только летописи и не монеты, а в первую очередь архитектуру. И сегодня, как и тысячи лет назад, архитекторы продолжают это дело, создавая наследие для будущих поколений. Что отличает современных зодчих и в чем их секрет? Узнаем прямо сейчас. Всем здравствуйте, меня зовут Алина, я являюсь архитектором проектном бюро «Горпроект». И сегодня я собираюсь вам рассказать о профессии архитектуры и как я пришла в архитектуру. Я всегда любила рисовать, увлекалась искусством, модой, также делала планировки своей будущей квартиры. Также любила математику еще со школьных годов. И в один момент мы в классе 7 решили с мамой, что направление архитектуры мне подходит, я бы хотела развиваться в этом. Я училась в Москве на архитектора, также проходила с 7 класса в Якутске архитектурную школу при Союзе архитекторов Якутии, а также посещала дополнительные занятия в школе. Мне нравится моя работа тем фактом, что мы реализуем те объекты, которые у нас нарисованы как эскизно на рисунках, они воплощаются в жизнь и являются частью этой команды, которая воплощает желания наших горожан. Очень интересно и классно. Сложности есть, как и во всех профессиях. Бывают сложности в документациях, понимать, что такое нормативы, что такое документация, правильно ее собирать, показывать свою мысль через графические чертежи и объяснять это все заказчику. А для моей профессии важно иметь множество интересов и также развиваться во множестве направлений. Также мы должны знать и психологию, и должны знать современные тренды, и также должны уметь коммуницировать с другими людьми, потому что это командная работа.
Наша архитектура постоянно развивается, нам надо постоянно отслеживать все новые тенденции. Мы должны также общаться с коллективом, и возникают такие моменты, когда расхожие мнения приводят к чему-то удивительному. Архитектура — это искусство проектирования. И если вам нравится архитектура, это здания, дома, а также городские пространства, которые вы бы хотели развивать, я пожелаю вам удачи. Здорово, что такие герои нашей рубрики находят свое любимое дело в жизни. Скоро лето закончится и начнется новый учебный год. Новая глава в жизни ждет и первокурсников. Многие учебные заведения распахнут свои двери для новых студентов. Не исключением станет и Мирнинский региональный технический колледж. У нас сегодня в гостях его представители: Павел Егорович Тектясов, исполняющий обязанности директора Мирнинского регионального технического колледжа, и Алгыс Слепцов, студент 2-го курса. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, вообще пора, наверное, очень горячая для колледжа, да? Принимаете студентов. Вот какие есть традиции вашего колледжа? Может, связанные с приемом, связанные с 1 сентября, с началом учебного года? Ну, здесь хотелось бы затронуть, начать с истории. Вообще история становления колледжа уходит в далекий 1973 год. Как раз это был момент становления, развития алмазодобывающей промышленности в Мирнинском районе. Ну и, конечно, возникла необходимость на местах уже подготовки, переподготовки своих специалистов именно для на тот момент производственного объединения «Якуталмаз». Был образован ПТУ номер 22, соответственно, время текло, менялись формы, и вот сегодня мы представляем уже Мирнинский региональный технический колледж. Одна из вот как раз самых тех традиций, что мы сохранили ту связь именно с промышленным огромным предприятием, с компанией «Алроса». Ну и, соответственно, в настоящее время это является наш, скажем так, как один из основателей, также из самых основных крупных наших социальных партнеров. Вот, поэтому ежегодно мы собираемся в торжественной обстановке, чествуем наших лучших студентов, наших педагогов, ну и, конечно же, наших партнеров. В этом году, как раз в преддверии 85-летия СПО, мы также соберемся уже в более широком кругу наших друзей, наших партнеров. Также мы отметим, всех поблагодарим. Ну и, соответственно, конечно же, наши партнеры тоже отметят лучших студентов, лучших педагогов. Ну, я так понимаю, Алгыс у нас один из лучших студентов. Да, ну это одно из наших как раз вот направлений, которые идут. Но у вас специальность как техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Ну, то есть такая техническая специальность. Вы всегда вообще хотели связать свою жизнь с техникой? Да, мне с самого детства нравилось обучаться, ну и в целом машины с самого детства. И вот выбрали фундаментальное такое учебное заведение в Мирнинском районе. Как учится, как практика? Ну, практика еще не началась, но обучение очень интересное. Вы уже задумываетесь о том, что вы после окончания колледжа пойдете работать, будете поступать в высшее учебное заведение? Ну, я планирую дальше учиться. Дальше учиться? Да, на высшую. А в каком направлении? Тоже в техническом? Да. Наставники помогают выбрать специальность? Ну, да, помогают, но я пока еще не определился. Еще думаете. А какая особенность колледжа? То есть какая у него техническая база? И мы так понимаем, что это все-таки больше прикладные специальности. Да, особенностью является то, что, во-первых, в состав колледжа входит 3 крупных отделения и плюс, соответственно, 1 филиал — это кадетская школа-интернат. С учетом того, что данные отделения и интернат находятся на значительном расстоянии от головного нашего отделения в городе Мирный. То есть удачное ИХАЛ, наше отделение, это более 500 километров, Светлый Чернышевский, наше отделение и филиал, более 100 километров, с учетом того, что Получается, удаленность достаточно большая. Да, удаленность достаточно большая, но тем не менее нам удается сохранить вот ту связь с промышленными предприятиями,
и как раз работаем на их потребности. Ну, то есть, получается, это отразилось и на педагогическом составе, который более, ну, уже не только связан с историей, то, что работы вплотную с промышленным предприятием, но и, наверное, отражает уже не только потребности, но и знания, так скажем, да, то есть это какие-то привлеченные специалисты. Да, конечно, педагогические работники, мастера производственного обучения у нас это действующие работники компании «Алроса», которые непосредственно уже сами трудятся, ну и, соответственно, передают свой опыт, уже те практические знания, которые они имеют, и с теми, с какими столкнутся, скажем так, наши будущие выпускники уже на производстве. Ну, получается, что это именно прикладные знания, Да. которые могут передаться. Ну, а самые популярные направления сейчас в колледже — это что? Ну, конечно же, наверное, как и везде, это IT-направление, дальше правоохранительная деятельность, ну и здесь у нас также очень много, скажем так, желающих, да, поступить вот на, скажем, рабочие профессии, как сварщик, также связанные с ремонтом автомобилей. Мгм. Ну, а что студенческая жизнь? Расскажите. Чем она насыщена? Вы занимаетесь спортом, участвуете в конкурсах, Ну, да, было дело, участвовал в нескольких конкурсах. Ну, тоже, наверное, красоты, да. с учетом роста. И как успешно? Ну, второе место вроде по колледжу. Ну, это достойный результат. Ну, а вообще все ли успеваете? То есть и учиться, и заниматься общественной деятельностью, и там своими интересами? Да, конечно, у нас полно времени. Ну, для То есть себя. распределение позволяет, да? Да, да. Ну, а чем сейчас вообще увлекаются студенты? Спортом? Вы знаете, с учетом того, что, ну, в принципе, Мирнинский район, да, как бы город мирный, мы в стенах колледжа концентрируем как раз ту молодежь, да, начиная с 9 классов, ну и, соответственно, старше. Это порядка 70% у нас это девятиклассники, все-таки те же школьники. Соответственно, наши студенты участвуют во всех абсолютно мероприятиях, проводимых как администрацией города, как администрацией района. Это спортивные, культурно-массовые, ну и в том числе различные мероприятия, которые позволяют им активно, то есть везде наших студентов активно привлекают. Поэтому скучать не приходится нашим студентам. Ну, нам уже рассказали. Спасибо большое, что пришли. Я думаю, что сейчас все задумываются о том, куда поступать. И мне кажется, ваше образовательное учреждение одно из ведущих не только в районе, но и в республике, которое позволяет приобрести ту профессию, особенно по рабочим специальностям, которая будет востребована, потому что вы шагаете в ногу со временем в потребностях технических наших крупных предприятий. Спасибо, что рассказали. Желаем вам успехов в учебе, ну а вам хороших абитуриентов. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас заканчивается летний сезон. Яркие лучи солнца уже веют прохладой, уже скоро осень. И вместе с ней, наверное, прекрасной половине хочется сменить свой образ. Но это бывает достаточно сложно. Горящие аксессуары, как правило, расставленные акценты меняют образ лучше, чем одежда. Как их правильно подобрать, узнаем в следующем сюжете. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня мы с вами поговорим про аксессуары. Ранее мы с вами разбирали тему гардероба очень детально, о том, как правильно все собирать, подбирать, разбирать свой гардероб. А сегодня, я думаю, стоит понять, какие украшения все-таки внедрять в свой гардероб в будущем сезоне. Потому что тренды скоротечны, быстро все меняется, а наша задача с вами, как говорится, держать руку на пульсе и знать, что актуально в этом сезоне. Один из главных трендов – это морская тематика. Все, что связано с морем. Все возможные ракушки, звездочки морские, жемчуг, конечно же, много-много жемчуга. Многие говорили, что жемчуг уже вышел из моды, кто-то говорил, что жемчуг – это история наших бабушек, а я как стилист вам скажу, что жемчуг – это то, что работает всегда 24/7. Вы всегда можете использовать разные варианты жемчуга. Это могут быть серьги, это могут быть украшения на руки, может быть, объемные браслеты. А сейчас также очень популярны браслеты на ногу. И даже их можно носить в сочетании с вашими яркими образами. Смотрите, как много классных ярких браслетов. Они все выполнены из пластика. Пластиковые украшения также являются трендом сезона. Мы с вами можем носить
симметрично, 2 одинаковых браслета. Также хорошо будет, если мы сделаем одну акцентную руку с объемными пластиковыми украшениями. Пробуйте и сочетайте в разных оттенках, которые перекликаются с вашим гардеробом. Тогда вы точно получите идеальное сочетание аксессуаров и вещей. Подбирайте цвета, которые идеально сочетаются с вашим гардеробом, и тогда вы получите хорошее сочетание вещей и аксессуаров. Также сейчас актуальны натуральные камни. Обратите внимание на янтарь, потому что янтарь, опять же, многие задвинули на второй план и совсем забыли о том, что, скорее всего, у каждого человека дома есть хотя бы одни янтарные бусы. А как их носить в будущем сезоне? Очень просто. Берем простую базовую белую футболку и сочетаем с янтарными бусами. Поверьте, этот 100% будет идеальный вариант. Красивый, актуальный терракотовый цвет янтаря, вот этот вот оттенок, он будет замечательно перекликаться, давать энергию солнца, ну и плюс ко всему вы будете выглядеть очень стильно. Также продолжает набирать популярность различные металлы и украшения из разных металлов. То есть чаще всего, конечно, это хром, под серебро, что-то вот такое. Это очень красиво смотрится и является идеальным акцентом в гардеробе. Но не бойтесь сочетать золото в сочетании с серебром. Если еще пару лет назад говорили, что это моветон, то сейчас это смелое решение для девушек, которые следят за трендами. Также нам стоит обратить внимание на национальные украшения. Носить их чаще, чем раз в год, друзья, потому что именно они являются способом самоидентификации и подчеркивания индивидуального стиля народа Саха. Такие украшения прекрасно будут сочетаться с разными вариантами. Выбираем их как акцентную деталь в своем образе. Используем базовые образы и добавляем небольшой акцент. Это точно будет выглядеть очень красиво и индивидуально. По-моему, отличные советы. Можно не покупать новый гардероб, можно купить что-то дополняющего, и смотреться будет, безусловно, по-другому. Но вообще, осень – замечательное время, чтобы планировать, например, обзавестись новым другом. Собака, безусловно, самый лучший друг человека. Но как выбрать породу себе по душе, чтобы в лучших традициях мультипликации ваш питомец был похож на вас? Ну, помните 101 далматинец, где они смотрят из окна, и там вот прям проходит хозяйка и ее собачка, и они очень похожи, и так несколько раз. Поэтому спешим вас познакомить еще с одной замечательной породой, которая, может быть, придется вам по душе. Прохожие бросают завороженные взгляды. Представители этой породы покоряют своей несравненной гармоничностью, аристократизмом, изящностью, словно статуэтки. Тайвин появился у Татьяны 3 года назад. Данте еще совсем малыш, 6 месяцев от роду. К русским псовым борзым хозяйка шла долго. Говорит, к этой породе нужно созреть. Завести, в принципе, может каждый, но считается всегда, что для русской псовой борзой в большинстве своем людям нужно созреть. Они другие по менталитету, по своему содержанию, они свободолюбивые. Это не та собака, которая будет беспрекословно выполнять команды. Они сами решают то, что они хотят. Кого им любить, кого не любить. Многие думают, что они холодные, необщительные и вот такие вот отчужденные. На самом деле это заблуждение. Они так себя ведут только с посторонними людьми. А кто вхож в семью или члены семьи, это очень добрые, ласковые, это вот большие коты. Борзая и диван – неразделимые вещи, говорит Татьяна. К тому же собак этой породы нельзя ограничивать в передвижениях. Преследовать и ловить у них в крови. Большую часть времени собака в доме, если она выгуленная, ну, если, конечно, это не щенок, они спят спокойненько так на диване. Желательно, чтобы было прохладненько им, потому что в квартирах им жарко. Они взрывные по характеру, у них все нагрузки, они не будут бегать километрами, как, например, какие-нибудь гончие, спаниели и так далее. Это собака, которая моментально при виде зверя, или также в городских условиях нужно всегда быть начеку, потому что собачки, кошечки, которые бегут свободно, для них тоже представляет все, что движется, у них природный инстинкт, который нужно преследовать. А потом разберемся. Псовая борзая не станет радостно крутиться вокруг чужого человека, предлагая свое общение. Скорее, снисходительно позволит восхищаться собой, принимая похвалу и деликатное поглаживание. Недаром русскую псовую борзую называют царской породой. И как люди высшего общества, они сдержаны в проявлении эмоций, особенно с посторонними. Если вы хотите, чтобы вам безропотно смотрели в глаза и выполняли любую вашу прихоть, эта собака не для вас.
Если вам нужно, чтобы собака спала на коврике у двери, это тоже собака не для вас. Как только они заходят в дом, они идут и ложатся на диван. Это та порода, которая даже изначально, как выводилась, она дворянами, царские. Это единственная собака, которая была вхожа в дом. Большая часть собак жили в псарнях, эти жили в домах. Борзые – стайные животные. Отлично уживаются со всеми, с кем растут. Помимо Тайвина и Данте, у Татьяны живут китайские хохлатые, итальянский брак, а также кошки. Своих собак они не трогают. У дочери у меня кошки, домашних кошек в доме. Они тоже хорошо относятся. Тайвин у нас их вылизывает, все нормально, котят обязательно облизать. Собаки для Татьяны не диагноз, а образ жизни. Они настоящие члены ее семьи, каждый из которых со своим характером и ритмом жизни. А главный секрет их воспитания – внимание и любовь. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Якутск. Но после таких потрясающих фото сложно не задуматься о том, что какие аксессуары. Мне нужна собака, чтобы она была моим другом, и чтобы у меня тоже были такие прекрасные фотографии, запечатлеть нашу семью. Вообще специалисты утверждают, чтобы доброе утро было не только добрым, но и здоровым, нужно делать утреннюю зарядку. Например, прогуляться с собакой. А с народной мудростью о том, как начнется утро, так будет и весь день, то и спорить не стоит. Поэтому утро должно быть хорошим, бодрым и с улыбкой. Поэтому улыбаемся. Но замечаем, что немногие из нас привыкли заниматься после сна спортом. Да? Давайте это исправим прямо сейчас и попробуем сделать утреннюю гимнастику, которую мы для вас подобрали. Доброе утро! С вами тренер Лилия по зумбе. И сейчас мы с вами начнем танцевальную зарядку. Итак, для этого мы становимся обе ножки вместе, работаем ви-степ, правая нога. И 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отлично. Добавляем теперь руки. Правая ножка в правую сторону руки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вправо шагаем. Оп, ныряем головой. И бедро работает 3 раза. Вперед толкаем. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Левая 5, 6, 7, 8. Влево. И бедро 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. И 1, 2, 3. Отлично. Руки перед собой. Одна ручка смотрит наверх. И работаем вправо 4 шага. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ногу в сторону и работаем бедрами, рисуем круг. Поехали. И 1, еще 2, 3, 4. Вернулись в обратную сторону, в левую. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь это все сделаем под музыку. Шаг на месте. С правой ноги. И 5, 6, 7, 8. Бедро. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бедро. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вниз, вниз, вниз. Хоп. Влево, влево, влево. Хоп. 1, 2, 3. Хоп. 1,
два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бедро. Левое. Еще. Влево. И правое. Право. И левое. Влево. И. Начинай день вместе с нами, и день пройдет отлично. До скорых встреч! Непременно еще увидимся с нашими зажигательными девушками. Но раз уж мы затронули тему спорта, ее и продолжим с нашими очаровательными гостями. А поговорим мы о спорте на пилоне и воздушной гимнастике. Чем они отличаются, какие планы сегодня Федерации у нас в студии. Мария Степанова, генеральный директор Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Республики Саха-Якутия, и Полина Волчек, президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России, многократная чемпионка мира, участница шоу «Титаны». Доброе утро! Доброе утро. Я думаю, все, кто интересуется танцами, спортом, все уже в курсе, что вы приехали. С приездом. Спасибо большое. Рада вас видеть. Но, Мария, хочется начать, конечно, с нашей федерации. Как давно она существует? Потому что кто-то слышал, кто-то видел, кто-то вот столкнулся впервые. Мы вообще работаем, получается, всего лишь 3-й год. Но федерация зарегистрирована в 23-м году. В апреле месяце, и с того момента мы уже активно развиваем не только виды спорта, но и проводим и организуем квалификационные соревнования. Ну, это очень интересно получается. Есть ли какие-то вот за 3 года уже значимые результаты? Да, в этом году нам смогли попасть на национальный чемпионат России, и у нас неплохие результаты. Это 3 первых места и 2 пятых места. А в какой возрастной категории и кто выступал? Вот именно. У нас в этих видах спорта нет ограничений ни по весу, ни по возрасту, поэтому детки, это у нас 10-11 лет, Иванова Алина, Романова Яна, выиграли первые места. Также в категории сеньоры 40+, да, Индеева Анна заняла 1-е место по воздушному полотну. Так, примерно представляю. Вообще, вот расскажите, пожалуйста, чем отличаются эти виды спорта? То есть спорт на пилоне, воздушная гимнастика, то есть вроде все где-то наверху, все очень сложно. В настоящий момент на территории Российской Федерации признаны отдельно 2 вида спорта, как пилонный спорт, так и воздушная гимнастика. Они идут под различными номерами, но так сложилось исторически, что у нас единый пул спортсменов. Спортсмены, которые работают в отрыве от земли, то есть занимаются исполнением акробатических элементов на вертикальной мачте, либо на подвесных снарядах, они любят делать и то, и другое чаще всего. Поэтому видов спорта 2, но федерация у нас единая, и мы проводим соревнования также параллельно по 2 видам спорта. То есть у спортсменов есть возможность практически многоборья. Выступить как на пилоне, так взять воздушный снаряд, кольцо, полотно – это, наверное, самый распространенный. Пилон находится на основании, то есть он закрепляется между полом и верхним основанием. Это либо потолок, либо верхняя опора снаряда, представляет свою вертикальную мачту. А все, что называется воздушной гимнастикой, это снаряды, которые подвешиваются на одной точке подвеса в воздухе. То есть спортсмены работают в отрыве от земли. Ну, это что-то типа воздушной гимнастики, которую мы видим в цирке. Прошу прощения за сравнение, ни в коем случае не хотим обидеть, просто вот, наиболее проще представить, мне кажется. Да, все верно, визуально это корректно абсолютно. Только сейчас это признали официальным видом спорта, и это подведомственно не Министерству культуры, как цирковые традиции, а это уже идет официальное спортивное направление, по которому спортсмены могут и получают разряды. Как серьезно все. А вообще кто занимается? То есть если нет ограничений по возрасту, вот в плане приходят ли мальчики? Очень хотелось бы, чтобы мальчишки приходили больше, но у нас есть несколько спортсменов, в том числе в Якутии. Да, то есть, в принципе, ограничений по полу тоже нету. Да. Потому что все привыкли воспринимать, что это женский вид спорта, да, хотя, казалось бы, акробатические элементы, мужчины должны исполнять даже местами лучше, с учетом физической нагрузки. А как развивается вот федерация в России? То есть, вот, насколько интенсивно это происходит, потому что мы достаточно недавно вот узнали о том, что это прям вот, да, спорт, и что это, прям серьезно. Я хочу сказать, что огромным толчком к развитию и популяризации вида спорта пилонный спорт, воздушная гимнастика послужила в первую очередь признание вида спорта на официальном уровне
в Российской Федерации. Мы добивались этого длительное время и получили признание нашей команды в 2020 году. И после этого, когда официально внесли вид спорта в реестры Министерства спорта Российской Федерации, поменялось мнение людей об этом направлении. Очень много детей стали заинтересовываться. Мы получили расположение родителей, доверие, поддержку многих регионов, которые проделывают колоссальную качественную работу и помогают наш вид спорта расти и давать такую хорошую позитивную динамику. Потому что, как вы правильно отметили, какой пул спортсменов у нас занимается. У нас разные возраста, но сейчас огромный поток именно детей и подростков. Я считаю, это очень хорошо, потому что в сфере развития и поддержки физической культуры и спорта мы даем им хорошее направление для того, чтобы они могли самореализоваться. Если вы знаете, когда мы маленькие, мы всегда любим почему-то ползать, переворачиваться, цепляться, держаться кверх ногами, кверх тормашками, на руках. Вот это все идеально то, что комплексно предоставляет в себе как пилонный спорт, так и воздушная гимнастика. Насколько популярен спорт в республике? Удалось ли донести до наших родителей, что это интересно, безопасно и уже имеет такое очень хорошее спортивное подспорье для будущего ребенка? Да, судя по соревнованиям, у нас динамика хорошая достаточно, потому что первый год у нас было всего лишь 13 участников, сейчас, в этом году было 49. Серьезно уже. Да, и по всей республике сейчас активно занимается 162 спортсмена, это нам сейчас известно, и студии, скажу вам, 5 по республике работают. И также тренера активно обучаются, проходят квалификацию, и детей у нас становится все больше и больше, что радует. Это здорово. Как часто приезжают профессионалы, чтобы поделиться опытом? Полина к нам приехала второй раз, мы ее пригласили второй раз. Первое дело было в 22 году. Простите, в 23 году. Да. 2 года назад, 23. Да, в 23 году приехала к нам. И вот этот толчок именно нам дал больше в развитии как тренеров, так и спортсменов именно в соревновательных программах. Блин, мы не можем не спросить про шоу «Титан». Как вам участие, как ваши впечатления? Потому что мы видим со стороны, а вот внутри шоу. Я скажу, что это очень уникальный проект, который сочетает в себе действительно спортсменов разных калибров, то есть они все сильнейшие, но настолько с разных видов спорта, что их тяжело и, казалось бы, нереально сравнить в каком-то едином поле боя. Но битва титанов рассчитана с таким направлением, чтобы, проходя каждое испытание, действительно формировался универсально сильный, морально устойчивый спортсмен, который умеет и может работать не только индивидуально, но еще и в команде. Имеет стратегическое мышление, конечно, хорошую выносливость и точно уверен и готов ни в коем случае не сдаваться, потому что главный девиз титанов – это «Титаны не сдаются». Вам удалось доказать. Да, честно, было очень приятно, потому что я поняла, что моя спортивная подготовка, гимнастическое прошлое и вот прошедшие 13 лет, которые я посвятила непосредственно пилонному спорту, воздушной гимнастике, они делают, наверное, ту основу, которая для этого проекта, как для моей работы и для физически здорового человека максимально необходима. То есть мы перевесили многих ребят, которые занимаются альпинизмом. Я смогла побороться даже со многими по борьбе, те, кто в моей весовой категории. Какие-то моменты были сложные, но все, что касается с работой на координацию, верхний плечевой пояс, какие-то скоростные маневры, они нашим коллегам, нашим спортсменам удаются, в том числе на таких проектах. Здорово, что вы живое подтверждение, что пилонный спорт – это настоящий прям спорт, серьезный, который требующий физподготовки. И что вы хотели сказать нашим спортсменам, которые только начинают свой путь? Обязательно начать путь в пилонном спорте, попробовать. Я думаю, что вы не пожалеете об этом. Пилонный спорт дает отличную мотивацию, закалку и физическую подготовку. Поэтому ждем вас в студии Northpool в городе Якутск, а также приглашаем присоединиться к нашим соревнованиям и к нашим мероприятиям. У нас планируется в ближайшее время как раз. Да, завтра, 22 августа, мы всех ждем на фан-встречу с Полиной Волчек на Белинского, 42. Фото, сейчас скажу, забыла, но тем не менее, пожалуйста, приходите в 8 часов вечера на Белинского, 44. Спасибо, что пришли к нам, было очень приятно вас видеть с утра, до новых встреч, приезжайте еще. И, дорогие зрители, я думаю, что на сайтах всегда можно увидеть, посмотреть. А прямо сейчас расскажем о том, чем знаменательный сегодняшний день еще.
На календаре 21 августа. Сегодня отмечают День офицера России. По народному календарю православные в этот день отмечают память епископа Мирона Критского. На Руси Мирона называли ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. Также делали прогнозы на осень. Если дуют спокойные ветры-тиховики, осень будет солнечной. Если случается буря, сентябрь ожидается ненастным. Если вдруг на Мирона выпадал иней, значит, следующим летом можно было надеяться на хороший урожай. Этот день в истории. В 1911 году в этот день из Лувра похищена знаменитая Джоконда. В 1957 году осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В 1968 году, 21 августа, в Чехословакию введены войска стран Варшавского договора. В 1991 году в Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП. В этот день родились Петр Плетнев, русский поэт, критик, профессор; Леонид Андреев, русский писатель Серебряного века; Сергей Бирюзов, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза; Вия Артмани, советская и латвийская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза; Юрий Энтин, советский российский поэт-песенник, драматург, сценарист. Также в этот день родился Николай Валуев, российский боксер, профессионал, политик и общественный деятель. Именины в этот день у Германа, Григория, Емельяна, Иосифа, Леонида, Мирона, Моисея, Николая и Федора. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников СВО из Якутии. Накануне в сторону опорных пунктов выехал груз адресных посылок от родных и близких военнослужащих. Вместе с ними бойцам выслали 3 единицы автотехники и 1 электроэндуро. С Тюрбинского района было отправлено канавиа Сергея для поддержки боевого духа бойцов. Всего с начала 2025 года транспортными компаниями по перевозке гуманитарных грузов по маршруту Якутск-Ростов-на-Дону, Новоазовск выполнено 34 рейса. Перевезено 117 единиц транспортных средств и также гуманитарная помощь и адресные посылки. В Якутске на базе 24-й школы проходит 3-дневный семинар для наставников детских общественных объединений, приуроченный к августовскому совещанию педагогических работников региона. Семинар, организованный специалистами Российской академии образования и движения первых, посвящен современным моделям и практикам наставничества в рамках движения. Более 100 участников под девизом «Делаем вместе с детьми, а не вместо детей» делятся опытом и идеями в рамках насыщенной программы работы наставника. Особое внимание наставники уделяют вопросам патриотического воспитания, обсуждая значение военно-спортивной игры «Зорница», реализацию туристических проектов, а также развитие личных качеств учащихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень классно, когда наставниками становятся родители для своих детей, для детей в школах, например, особенно если это родители специалисты в каких-то сферах. К примеру, если ваш папа пожарный, условно, он может прийти, провести занятия и повзаимодействовать, стать наставником для других детей. Поэтому специально для этого мы разрабатываем различные дистанционные курсы. Вот на портале любой желающий может пройти дистанционный курс по наставничеству. Якутия рассчитывает привлечь 70 миллиардов рублей инвестиций на ВЭФ-2025. Глава республики Айсен Николаев заявил о планах подписать около 20 соглашений на юбилейном Восточном экономическом форуме. По его словам, ВЭФ – это не только подписание соглашений, но и важная площадка для встреч с представителями российских регионов, крупного бизнеса и иностранных государств, реализация договоренностей и поиска новых партнеров. Глава Якутии подчеркнул готовность республики к сотрудничеству и созданию благоприятных условий для инвесторов, несмотря на санкционное давление.
В новом учебном году в 96 школах республики начнут работу медицинские кабинеты. Медпункты откроются в учреждениях с численностью для более 500 обучающихся. В них будут оказывать первичную медико-санитарную помощь, проводить профилактические осмотры и следить в целом за здоровьем школьников. Проект реализует Министерство здравоохранения совместно с Минобразованием. В настоящее время в столичных школах проводится оценка готовности медкабинетов к работе. Более 1500 детей мы собираемся учить в этом новом учебном году. И, конечно же, то, что у нас открывается новый медицинский кабинет с процедурным кабинетом, с прививочным, также отдельно кабинет врача и фельдшера, это очень удобно. Ну, во-первых, это, конечно же, не секрет, что переполненность школы большая, поэтому, и дети большую свою часть времени проводят в школе, и, конечно, бывают случаи, травмы, у детей может живот заболеть, голова заболеть, да, и соответственно, очень удобно и очень хорошо, что теперь вот по новому проекту у нас в каждой школе, в том числе и в нашей школе, будет свой медицинский кабинет с педиатром и с фельдшером. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. Мы, в свою очередь, продолжаем делиться интересными новостями. 22 августа с 18:00 часов в преддверии приближающего закрытия выставки «Стихия Даши Намдаков» состоится уникальное в своем роде событие – вечерняя программа «Левитация», о котором расскажет Пономарева Марина Владимировна, методист по научно-просветительской деятельности отдела социокультурных взаимодействий Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, то, что эта программа вечерняя, это уже ее главное отличие от обычной экскурсии. Поэтому, конечно, арт-медиация обязательно пройдет. Очень интересно будет и встреча со скульптором Николаем Чучасовым. Модератором встречи будет Влада Владиславовна Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея. Ну, конечно, какое же музейное мероприятие без музыки? И исполнит свои композиции и солист Государственного театра оперы и балета Михаил Немгова, и выступит музыкальный коллектив «Кильбен» в этно-рок направлении. Обязательно, конечно, будут разнообразные мастер-классы от художников нашего музея по обработке тонкого металла в технике чеканки, по линогравюре. И гость музея, самобытный скульптор-керамист Аюша Илларионова, проведет мастер-класс по глине. Также будет показ коллекции украшений от Ольги Золотаревой, коллаборации с линией одежды мастерской «Я» от художника-графика Терезы Пачека-Чавес. Вот такая обширная, в общем-то, очень обширная программа. Да, я думаю, все найдут себе занятия по душе. Как успеть с 18 часов все это посетить? Ну, как раз после работы мы сразу можем даже сказать, что у нас будет работать и арт-кафе, арт-пространство, где можно будет немножко отдохнуть, выпить напитки, горячий чай, перекусить и потом спокойно пройти в зал выставки «Стихия Даши Намдаков». Как удается совместить вот такие разные направления, чтобы объединить их одной тематикой? Вот это удивительно же получается. Здесь и чеканка, здесь и украшения. Вроде бы все едино, но вот в такой коллаборации. Но видите, да, на самом деле все это объединяет искусство. Потому что мы делаем праздник искусства и музыкального, и художественного, да. И, конечно же, самое главное – это знакомство с творчеством всемирно известного художника, скульптора, ювелира Даши Намдакова. Но на какую возрастную группу все это рассчитано? Ну, я думаю, что на праздник можно прийти всем абсолютно, можно всей семьей, потому что и музыка молодежная, да, будет, и арт-медиация – это абсолютно для всех подходит. Все могут прийти родители с детишками, потому что в зале выставки «Стихия Даши Намдаков» у нас есть прекрасное арт-пространство, где деткам можно будет и порисовать, и с кинетическим песком полепить. Можно даже будет отдохнуть на пуфиках, если они устанут. И у нас там идет тоже очень интересный фильм про творчество художника.
Уникальная возможность у нас, к сожалению, ограничена по времени, то есть все это завершается буквально в сентябре. Да, надо обязательно успеть. Выставка «Стихия Даши Намдаков» уже заканчивается 14 сентября, поэтому, в общем-то, в преддверии вот этого приближающегося закрытия мы и делаем вечернюю программу, поэтому всем, кто еще этого не успел посмотреть, обязательно приходите в Национальный художественный музей. Будет ли работать пушкинская карта на вечернюю программу? Конечно, обязательно, да. В общем-то, как и наши практически все мероприятия идут по пушкинской карте, поэтому на сайте нашего музея мы рекомендуем настоятельно приобрести билет заранее по пушкинской карте, потому что это все-таки занимает время, и для удобства самих посетителей это лучше сделать заблаговременно. Продажа уже открылась. Насколько можно сделать выводы о том, что данная выставка получила резонанс в городе и в республике? То есть она же не первый месяц длится, но вот можно ли какую-то статистику уже подвести? Ой, знаете, и звонков уже очень много, да, мы спрашивают, вот как подойти, как приобрести билеты. Те же вопросы, что прозвучали сегодня, звучат по телефонам, поэтому мы надеемся, что наша программа соберет много гостей. Вечерняя программа, она будет разовая или планируется еще повторить? Да, программа разовая, к сожалению, потому что программа обширная, и готовить ее часто это, в общем-то, трудоемко, да, она разовая. Вот, так что это прям уникальная возможность. Обязательно надо подойти. Почему взяли название именно левитация? Ну, левитация — это вообще полет, да, и поэтому вечерняя программа левитация — это, конечно же, полет творчества. Полет творчества, где, и надеемся, что после него все гости ощутят вот это ощущение, ощутят вот это пространство полета в творчестве, в искусстве. Вот поэтому такое название необычное мы придумали, да. Ну, художественный музей просто радует своими насыщенными программами, прекрасными выставками. Есть ли уже какой-то небольшой для нас специально анонс, что мы ждем в сентябре после завершения этой экспозиции? Ну, у нас очень всегда много интересных выставок. Сейчас у нас проходит выставка Государственного музея из города Москвы Льва Николаевича Толстого. И приближается арт-сентябрь, 1 сентября. И, конечно же, мы ждем коллективы школьные на эту чудесную выставку. Будет программа «Филиппок зовет учиться». Потому что мы помним, что Лев Толстой, он писал, и, в общем-то, и для детей. Эпос хакасский, выставка идет замечательная. И, конечно же, постоянные экспозиции искусства Якутии. Мы всегда рады нашим гостям. В общем, даже не открывая секреты, потому что музей их чтит, я думаю, что вы найдете всегда, что посмотреть в нашем замечательном музее. Начинается каждое утро вместе с нами, мы делимся последними новостями и всегда с удовольствием представляем вам то, что можно увидеть в нашей любимой республике. До новых встреч!